Добрый день, друзья, Дадик Халчин. Так, у меня созрела капуста брокколи уже. Я даже и не знала. Зашла как-то нарвать огурцов. Сегодня был сбор у меня. И видите, капуста уже созрела. Если чуть-чуть еще передержать, она пойдет в цвет. Сейчас я ее срежу. Так, снимать мне некому, чтобы вы видели, как я ножом буду срезать. Но потом я всю срезанную вам покажу. Друзья, капуста брокколи, знаете, имеет какую такую, знаете, особенность. Вот если я ее сейчас режу, это вот такие большие кочаны сейчас появились, я их срежу, убирать вот нижние вот это вот не надо, потому что еще будут идти маленькие качанчики уже с остатков этой капусты. И практически можно будет сделать сбор, друзья, наверное, 3-4 раза даже. Но уже не будут такие большие кочаны, а будут маленькие такие интересные. Хотя тоже они тоже нормальные, обычные капуста брокколи. Так, из капусты брокколи обычно я делаю салатики, варю супы пюре. И, в принципе, в основном я ее сажаю, конечно, для внучки, чтобы она получала кое-какие витамины зимой. Да и самой мне надо, чтобы поддерживать холестерин, чтобы у меня не повышался. Тоже есть капуста брокколи. Ну, в салатах я ее люблю, правда, суп не очень, но приходится есть, друзья. Я как-то сниму вам, как я делаю и салатики, и как я делаю супы из капусты брокколи. Цветной капусты у меня в этом году только 3 капусты, но она еще не выросла, в смысле не созрела. Я сажала и цветную капусту много, но град ее побил, а после града я не смогла найти рассаду. И так что я в этом году без цветной капусты. Так, мне еще надо нарвать баклажан. У меня баклажаны уже созрели. Видите? Вот, баклажаны уже мелкие и крупные. А так я так каждый вечер срываю. И практически каждый день мы едим баклажаны, если честно. Так, ну вот сейчас я сначала срежу всю капусту и покажу вам потом конечный результат. Сегодня был у меня сбор огурцов. Это смотрю, что-то я, видимо, пропустила немножко на одном ряде, спешила. У меня был заказ. Моя подписчица из Ютуба приезжала, вышла на связь со мной, захотела огурцы на засолку. И знаете, в принципе, я ей просто назвала улицу. Она по съемкам моим в Ютубе нашла мой дом. Даже не пришлось ей объяснять. Обычно приходится объяснять, кто к нам едет. Так, кабачков пока нет. Что-то у меня в кабачках пустой цвет. Много. Я 4-5 штук сорвала. Хочу сделать кабачковую икру. Тоже, наверное, как-нибудь вам покажу, как я ее делаю. Но пока нет кабачков. Так, ладно. Сейчас срежу капусту. У меня сегодня еще гости были, день приемный. Во-первых, утром приехала дочка, привезла внучку. Внучечка заболела, когда мы вот ели шашлыки. В тот день она там мыла и со мной, и с моей дочкой огурцы. И мы все-таки не досмотрели, и, видимо, ножки ее замерзли. Она гриппует, кашляет, чуть-чуть подкашливает, сопливит. И нянька ее не берет, потому что она может заразить других детей. А дочке моей уже надо ходить на работу. И вот она мне ее и вчера приводила, и сегодня привела. И практически я все, что сегодня делала, держа ее на руках. Хотя она уже и ходит, ей 2 годика, но она сегодня такая капризуля была, что я не знаю. А мне же все надо делать бегом-бегом. И птицу выводить, и корову доить, и огурцы еще собирать. И обещала к 10 собрать, не успела. Где-то к 12:30 только закончила собирать, и готовить надо. Так что, девочки, с утра бегала. Приготовила обед, покормила всех, пошла и чуть-чуть с внучкой прилегла. И как раз дочка пришла моя с работы. Их оставила, теперь вот вышла сама дальше продолжать. И, наверное, сегодня буду еще огурчики солить. Скорее всего, сниму вам. Там у меня стоит немножко. Основное это я продала, но там баночки на 2, наверное, у меня еще есть огурцы. И малосольные сегодня надо делать. Ну, малосольные, я надеюсь, уже мне не надо показывать. Но у нас у самих закончились, так что мне придется для себя их делать.
Ну вот, друзья, еще я потом подключусь к вам еще раз. Так, и вот, друзья, я срезала всю капусту. Видите, вот так вот. Все, срезала. Я не посчитала, правда, не знаю, сколько там. И вот видите, вот видите, вот этот вот маленький растет кочанок. Вот такие кочанки тут будут появляться. Я вам буду показывать. В прошлом году появились, не знаю. В этом году или нет, будут или нет. Но должны быть. Вот первый сбор сделала. Уже потом начинают расти маленькие кочаны. Ну, даже бывает намного интереснее, вкуснее, чем вот эти. Так, это эти. Ну вот. Вот такой тазик капусты брокколи. И нашла вот кабачок один, цукини зелененький. Так, у меня там получается уже 5 штучек. Наверное, хватит на кабачковую икру. Как раз у меня есть немножко и помидоры красные. Ну вот как-то так, друзья. Потом покажу вам еще дальше, что я буду делать из этой капусты. Так, я вроде бы и показывала своих перепелок, но у меня было в комментарии, что а где перепелки? Но в том ролике я просто не успела снять больших перепелок. А сейчас просто зашла покормить их. Хочу вам показать. Так, я всегда говорю своим, когда я захожу, тут не бывает этих яиц. Они оказывается, несутся больше к вечеру. Но пока еще только вот 2 яйца снесено, видите? И у нас, ну они вот разные, видите? Сейчас вот беленькие. Ну их мало, я не знаю сколько их, если честно. Их очень мало. И скорее всего у нас не будет маленьких цыплят. Ой, ну да, перепелят. Потому что вчера я вроде бы ночью проверяла, штук 10 яиц проверила, но они пустые. Скорее всего то, что вот у нас не было 15 часов света, повлияло на это. Ну, сегодня полностью проверила инкубатор, и придется их выбросить и закладывать по новой. У нас вообще в нашем селе проблема с этим светом. Если дождь, то его отключается и, в принципе, очень долго не включается. Так, друзья, я сейчас вам покажу, что я делаю с капустой, которую я сорвала недавно. Я ее помыла и немножко подсушила, полежала она у меня. Теперь я ее буду, вот видите, капуста вот такая вот большая, большие кочаны, огромные. И такая, видите, ну я вам показывала ее. Теперь я эту капусту буду вот так вот разделывать на соцветия. Видно, вот на такие соцветия, на маленькие. Вот так вот. Вся капуста будет у меня разделана на вот такие вот соцветия. Если соцветия побольше, то уже можно ножом порезать. Но пока, видите, соцветия маленькие, и вот так вот они режутся. Немножко скажу вам о капусте, как я к ней пришла. Дело в том, что у меня очень повышенный холестерин, и мне сказали, что рекомендовали некоторые продукты для понижения холестерина, для вывода ее из организма. Правда, выписали и таблетки, конечно, я принимала долго таблетки, но теперь как-то решила более-менее обходиться без таблеток или какое-то время прекращать прием их. И эта капуста, именно капуста брокколи, видите, вот такой вот можно порезать вот так вот, чтобы потом в салатике она не была очень крупной. Она имеет такое свойство, ну, говорят, по крайней мере, я не знаю, надо верить тем, кто говорит это, что капуста, брокколи имеет такое свойство, что выводит из организма плохой холестерин. И поэтому я ее часто употребляю в пищу в любом виде, и, как я говорила, и в супах, и в салатах. Единственное, что не рекомендуют ее жарить. Хорошо ее в запеканке делать. Так что, друзья, она очень богата, вот я читала, про нее интересовалась, очень богата витаминами разными, микроэлементами. В ней очень много витамина С, очень много витамина В6, В9, А, потом что там еще было, я помню. Кальций. Здесь было столько кальция, как будто бы столько же, сколько в молоке, я как-то читала. И вот поэтому я решила и сажать эту капусту, и есть эту капусту. Для пользы, в принципе, я ем ее даже просто так вот. Накрошу немножечко, посолю чуть-чуть,
полью этим оливковым маслом и ем так, просто, без салата, без ничего. А иногда просто добавляю в салат этот, обычный наш салат, где помидоры, огурцы, тоже заправленным оливковым маслом. Ну, первое время, конечно, вкус не нравится, но потом уже как-то привыкаешь и ешь. Таблетки же тоже глотаем. Ну вот, друзья, пока вам, видите, на соцветие. Вот так вот разбираются вот это вот на соцветие. Потом вода у меня кипит. В кипящую воду. Эти я потом буду разделать, а пока вот кину это, чтобы вам показать. И кидается вот это вот в кипящую воду. Вот. И она должна, капуста должна бланшироваться недолго, минуту, 2 минуты даже. Чем она чуть-чуть крепче, хрустящая, тем даже лучше. Вот так вот. Сейчас она немножко бланшируется. Потом ее нужно, друзья, в ледяную воду сразу, чтобы она сохранила цвет. Я пока выключу, потом вам покажу. Так, друзья, ну вот капуста моя уже пробланшировалась. Долго ее нельзя, минут 2, не больше, 1-2 минуты. Вот это вот ледяная вода. Я ее с утра поставила себе в морозилку, чтобы она была холодной. Даже было бы хорошо, если бы был бы лед. Потому что цвет сохраняется этой капусты, если сразу же ложить ее в холодную воду. Вот пока я буду несколько партий сделала, она уже согреется, я боюсь. И надо было еще, я вот залила 1 канистр, который обычно молоко ставлю в морозилку. Будем надеяться, что она не согреется. И вот так вот этот процесс вот такой вот, друзья. Вот эту всю капусту я бланширую. И потом я вам покажу, как я ее раскладываю в пакетики и замораживаю. В действительности, друзья, это очень полезный продукт. Я вам рекомендую его очень даже, хоть он и, может быть, на первое время покажется невкусным, а потом привыкаешь к этому вкусу и ешь. Вкусный получается даже салат по-корейски обычно вот приготовить. Сюда же можно еще добавить и цветную капусту, чтобы было вместе цветная и такая, и брокколи. Тоже бывает вкусно, морковочку. Ну, я вам как-нибудь, может быть, буду готовить. Хотя это все есть. Может быть, скажете, зачем это показывать. Но я просто показываю то, что я делаю. Не знаю, может быть, вам будет интересно. И несколько пакетов я отправлю дочке для внучки. Вы знаете, она была маленькая, вы не поверите, она просто ее ела так, и в сыром виде, и просто вот так вот бланшировав, ничего не делая, не варя, ни супов, ничего. Мы еще удивлялись, странным вкусом вещи девочка любит. Но полезно самое главное, и она любит, это тоже хорошо. Вот видите, пока она у меня там была, бланшировалась, я успела еще вот эти на соцветия разделить, но еще вот осталось тоже. Поделю быстренько и сделаю. Дальше вам покажу, друзья. Ну и вот, друзья, что я дальше делаю с капустой. Вот сначала из этой кастрюли я с холодной водой была, кастрюля прям с ледяной, перекладываю в друшлаг, она в друшлаге стекает, а потом уже перекладываю вот так вот на марлечку, чтобы и оставшаяся еще вода стекла на марлю. Потом вот в такие пакетики кладу и замораживаю уже. Вот сейчас положу все и покажу вам, сколько у меня получилось пакетиков. Так, еще хотела сказать, друзья, эта капуста очень полезна людям, которые страдают сахарным диабетом, я читала. Она снижает уровень сахара в крови, было написано. Так что, если у кого-то напасть есть, рекомендую вам есть капусту, брокколи кушать. Ну, вот так вот, друзья. Сейчас покажу вам, сколько пакетов у меня получится. Ну вот, друзья, получилось у меня 8 пакетов вот таких вот. Но этой капусты, конечно, будет мне мало. Я буду замораживать еще. Просто я же вам сказала, что кочерышки, которые остались в огороде, от них еще будут расти маленькие кочаны, вот такие брокколи. Я их тоже буду, как только они будут созревать, замораживать. Ну, если не будет, то уже
скорее всего, надо будет купить. И мне надо будет еще купить обязательно цветную капусту. Я ее тоже замораживаю, тоже, в принципе, все время добавляю вместе с ней. Вот вместе с брокколи готовлю. Ну вот, друзья, на сегодня все. Я надеюсь, вам чем-то хоть была полезна. Ну, если даже не полезна, просто я вам показала, чем я занимаюсь. Друзья, дочка с внучкой мои уже уехали, мне надо дальше продолжать кое-что по дому делать. Ну, как-то так, друзья. Спасибо вам за лайки, спасибо вам за комментарии. Я надеюсь, еще они будут. Я надеюсь, что у меня еще будут подписчики. И большое вам спасибо, огромная вам благодарность за поддержку. Я вам еще раз говорю, что это мне очень приятно, мне очень нравится читать ваши комментарии. И в действительности вы мне очень-очень помогли и даете стимул для того, чтобы я продолжала и читать. Ой, говорю читать. Стимул, чтобы снимать и показывать вам, что я делаю. Спасибо вам, друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Ну, если хоть что-то вам понравилось в моем видео, рекомендуйте меня к вашим друзьям и знакомым.